Совсем скоро начнется новый учебный год. Сейчас в вузах и СУЗах республики работают приемные комиссии. Абитуриентов ждут и в медицинском колледже имени Асият Тутаевой. Прием документов здесь начался с 10 июня по 3 специальностям. Лечебное, акушерское и сестринское дело. Несколько сотен абитуриентов уже подали документы. Медколледж с момента своего открытия выпустил несколько поколений квалифицированных специалистов и среди абитуриентов пользуются особой популярностью. Отсюда и большой конкурс. Репортаж Мадины Пугоевой. Ингушский медицинский колледж имени Асият Тутаевой распахнул свои двери для будущих студентов. Комиссия продолжает прием документов от желающих освоить эту профессию. Лечебное, акушерское и сестринское дело. 3 специальности и почти столько же квалификаций. СУЗ в этом году подготовит очередную группу фельдшеров, акушеров и медсестер, которые в скором времени займут свое место в среднем звене здравоохранения республики. Но прежде ребятам предстоит пройти небольшой психологический тест. Такие качества, как человечность, гуманность, милосердие, честность, моральная чистота в профессиональных делах, соблюдение, очень важное, соблюдение этики взаимоотношений с людьми. Вот это основные качества, которые нужны для работников, медицинских работников и для профессиональной деятельности. И вот эти методики, стандартные методики, они позволяют выявить психологические качества и общие компетенции, которые необходимы для их медицинской деятельности. Прием документов продлится до 10 августа. Этой возможностью уже воспользовались около 400 человек. Самая востребованная специальность среди абитуриентов – лечебное дело. По этому направлению СУЗ готов предоставить 25 студенческих мест, на каждое из которых претендует по 5 человек. Желающим получить профессиональное образование, помимо психологического теста, придется пройти и так называемый конкурс аттестатов. При равенстве баллов учитывается оценка по 2 предметам, которые есть, общеобразовательным предметам. Это биология, и русский язык. При равенстве баллов, при зачислении. А потом при равенстве этих же баллов, то опять учат другие предметы, дисциплины, которые будут изучаться при обучении. Также будут учтены и достижения абитуриентов, грамоты, медали и так далее. Особые привилегии при поступлении предусмотрены и для людей с ограниченными возможностями здоровья. К тому же после окончания колледжа можно будет продолжить учебу в университете, пройдя дополнительные вступительные испытания. На следующей неделе здесь начнут косметический ремонт корпуса. Очень скоро планируют начать и строительство нового здания медицинского колледжа. Земельный участок уже отведен. Количество студентов вырастет до 1300. А уже к имеющимся специальностям добавятся новые. Мы планируем набирать каждый год практически и лаборантов. Планируем набирать отделений фармации, будущих аптечных работников. Планируем набирать профилактическую стоматологию, которая будут работать стоматологами в детских учреждениях. В этом году Ингушскому медицинскому колледжу исполнилось 25 лет. В этом здании раньше находился детский сад. В 1993 году его переоборудовали под медицинское училище, а 2 года спустя переименовали в колледж имени Асият Тутаевой. За четверть века СУЗ уже выпустил тысячи медицинских сестер и фельдшеров, каждый из которых занял свою нишу в ингушском здравоохранении. Это среди них и главные сестры, и старшие сестры. У нас есть выпускники, которые потом дальше продолжили учебу в высшем учебном заведении, закончили медицинские институты, потом заканчивали аспирантуры и работают кандидатами медицинских, являются кандидатами медицинских наук, возглавляют и стационары, в частности, например, станция переливания крови, выпускница нашего колледжа Тумгоева Макка, она является главным врачом станции переливания крови. Желающих получить среднее профессиональное образование в Ингушском медколледже немало. По специальности лечебное дело заявление уже подали 135 человек. Еще 140 выбрали направление акушерство и 118 сестринское дело. Прием документов здесь продлится до 10 августа. Мадина Пугоева, Рамзан Миржоев, Новости 24.